Чашидалек! Добро пожаловать в Тибет на этой неделе. С вами еженедельные новости о Тибете, его святейшестве Далай-ламе и Центральной тибетской администрации. Коротко о главных событиях. Его святейшество Далай-лама еще раз подчеркнул значение практики сострадания для осмысленного и целенаправленного образования. Сикьон и министр образования вместе с новой группой учащихся 10 класса. Избирательная комиссия объявила дату регистрации избирателей для участия во всеобщих тибетских выборах 2021 года. Визит члена законодательного собрания Вишал Нирия в тибетский парламент в изгнании. Секретарь Карма Чоин, новый официальный представитель Центральной тибетской администрации. Планы Индийско-тибетского координационного офиса по укреплению движения групп поддержки Тибета в Индии. Протест тибетцев и гонконгцев во время негласного визита министра иностранных дел Китая в Рим. Тибетские общественные объединения рекомендуют Швейцарии переосмыслить политику «Один Китай» и инициативу «Один пояс, один путь». Его святейшество Далай-лама, выступая во вторник перед участниками программы Mind Mingle, еще раз подчеркнул важность применения на практике принципов сострадания в процессе современного образования молодого поколения. Modern education very much sort of oriented about material value. So now, in order to be happy person, see, that person need 1,000-year-old India's tradition, ahimsa, karuna. Программа Mind Mingle представляет собой инициативу, направленную на продвижение практического и целенаправленного обучения, целью которого является достижение полноценного и разностороннего развития личности каждого ребенка. Она тесно связана с индийской программой социально-эмоционально-этического обучения и образовательной программой К-12, разработанной в университете Эмори при поддержке и с благословения Его Святейшества. Отметив успех инициативы для учащихся 12 классов, президент Центральной тибетской администрации доктор Лобсан Сенгге рассказал о планах предоставления стипендий учащимся 10 классов. В прошлый четверг доктор Лобсан Сенгге и министр образования доктор Пема Янчен в прямом эфире общались с 47 десятиклассниками из 27 школ и обсудили учебные перспективы на будущее. В следующем году эти учащиеся предстанут перед Центральным советом о среднем образовании для сдачи выпускных экзаменов. Министр образования доктор Пема Янчен подчеркнула то, как важно ставить и реализовывать краткосрочные и долгосрочные цели, а также всегда размышлять о том, как образование может способствовать укреплению сообщества. Департамент образования Центральной тибетской администрации провел ряд виртуальных бесед с выпускниками 12 классов и новой группой, виртуальный разговор старшеклассников с ведущим консультантом и отдельно виртуальную встречу родителей с ведущим консультантом под председательством министра образования. Регистрация избирателей для участия во всеобщих выборах президента и членов 17-го тибетского парламента в изгнании, которые пройдут в 2021 году, а также обсуждение правил и положений, регулирующих тибетский избирательный процесс, начнется 1 сентября и завершится к 15 октября 2020 года. На пресс-конференции, состоявшейся в начале текущего месяца, избирательная комиссия официально объявила о начале избирательного процесса, всеобщих выборах президента и членов 17-го тибетского парламента в изгнании 2021 года. Региональные избирательные комиссии, регистраторов и избирателей убедительно просят наблюдать за процессом регистрации избирателей в соответствии с правилами и положениями, касающимися избирательного процесса, а также с предоставленными им инструкциями. В воскресенье на этой неделе господин Вишал Нирия, член законодательного собрания штата Химачал-Прадеш от Dharamsala, посетил тибетский парламент в изгнании. Спикер Пема Джунгне разъяснил суть заседания постоянного комитета и его обязанности и призвал господина Вишала Нирия возродить группу поддержки Тибета при законодательном собрании штата.
член законодательного собрания Вишал Нирия, работавший в индийской группе поддержки Тибета и будучи хорошо осведомленным о тибетском вопросе, заверил в своей твердой поддержке в решении проблемы Тибета и тибетцев. Он также высоко оценил хартию тибетцев в изгнании и выразил готовность еще больше узнать о ней от представителей тибетского парламента. Господин Карма Чуин, секретарь Департамента информации и международных отношений, назначен официальным представителем Центральной тибетской администрации в соответствии с циркуляром, выпущенным секретариатом Кабинета министров. Он проработал в Центральной тибетской администрации более 24 лет на различных должностях, таких как генеральный секретарь офиса Его Святейшества Далай-ламы в Нью-Дели, секретарь офиса Тибета в Брюсселе, а также в качестве сотрудника службы социального обеспечения в Калимпонге и Дарджилинге. На прошлой неделе, в пятницу, главная группа Координационного офиса Индии по вопросам Тибета разработала планы будущих действий по укреплению индийской группы поддержки Тибета. Члены главной группы рассказали о программах, касающихся Тибета, как уже реализованных, так и будущих. Координатор Тибетского координационного офиса господин Джимме Цултрим созвал собрание членов главной группы по тибетскому вопросу, на повестку дня которого вынесено 4 важных вопроса. This webinar is being organized in the follow-up of the 2 events. One, that is the internal discussion of all the TSTs that was held on 8 August 2020, and the second, of the 60th anniversary of All India Tibet Convention that was held on 26 December 2019, during which the relation between India and China, especially with India and Tibet, was discussed, given the conditions and the situation that has happened. Во вторник на этой неделе, во время встречи министра иностранных дел Китая Ван И с его итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, министром иностранных дел Италии, тибетцы и гонконгцы собрались перед его офисом на площади Фарнезина в Риме, чтобы выразить протест против вопиющих нарушений прав человека в Тибете и введения закона о национальной безопасности Гонконга. Министр иностранных дел Китая Ван И находится с визитом в 5 странах Европы с целью восстановить разрушенный имидж Китая, особенно после фиаско в связи с COVID-19. В период с 25 августа по 1 сентября 2020 года господин Ван И посетит Италию, Нидерланды, Норвегию, Францию и Германию. Вице-президент тибетской общины в Швейцарии и Лихтенштейне Пунцок Чокчампа и президент общества швейцарской тибетской дружбы Томас Бючли приняли участие в заседании местных общественных объединений, созванном Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии 14 августа 2020 года для обсуждения швейцарской стратегии по Китаю на период с 2021 по 2024 год. Общественным объединениям, участникам заседания было предложено внести свой вклад в разработку стратегии. Пунцок Чокчампа и Томас Бючли воспользовались данным случаем и представили послу Рафаэлю Негели, представителю Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, 30-страничный доклад под названием «Нарушение Китаем универсальных ценностей. Уроки на будущее», в котором подробно описаны вопиющие нарушения прав человека, совершаемые в Тибете в условиях незаконной оккупации Китаем, различия базовых ценностей между Швейцарией и Китаем, а также китайско-швейцарские двусторонние и многосторонние отношения по вопросам прав человека. A few days before our meeting, the Swiss Foreign Minister Ignazio Cassis has announced a more multilateral approach towards China by the Swiss government. So it would be interesting to know whether and with what priorities the bilateral dialogue with China will be continued. How would the Foreign Department ensure that more tangible results are achieved in the bilateral dialogue? На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всем хорошей недели.